Կուզունը միունդասամ նոյաբրը Դոնեցկը Լուգանսկը Ադամու Ռեսպուբլիկատը ուղղցավզան պատսաղադը սաղլավեջի բնոտմը MMO-ույմը Ադամու Սովետմը դեպուտատը վզարստեդը։ Կուստարջտը վզարստեդը խայադիստան Ռեսպուբլիկայի դելեգացի։ Բանցանքաննկա ույմը Դոնեցկը ացը վզարստեդստեն արադուն։ Ալեքսանդր Զախարченко трагикун ամալատ фестивален дуа պատսաղադը դարձավ իվնձինետա политикунарինե։ Нами было получено приглашение по каналам дипломатической почты от Луганской Народной Республики, от Донецкой Народной Республики с просьбой и предложением участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Разумеется, мы с особым отношением, мы особо относимся к этим республикам, потому что мы их признали в свое время, мы неоднократно убедились в правильности нашего решения, поэтому мы особое внимание им уделяем. И откликнулись на их просьбу, на их предложение, и направляем группу наблюдателей на выборы в Луганской и Донецкой народных республиках. Значит, в Луганской народной республике выборы президента, потому что там подошло время для этого, в Донецкой народной республике, потому что произошла трагедия, был подло убит глава Донецкой народной республики Захарченко. В связи с этим там досрочные выборы. По поручению президента республики была сформирована делегация, которая поедет на выборы в Донецкую и Луганскую народные республики. В ее состав войдут как представители исполнительной власти, так и депутаты. В частности, от исполнительной власти поедет глава администрации президента Игорь Вахтангович Кузаев. Также поедет сотрудник аппарата администрации президента Джусей Валан. С нашей стороны мы во главе делегации направляем в Донецкую народную республику, у нас поедет Тедеев Руслан Рутенович, глава парламентского комитета. Также поедет Чочев Евгений Иванович, депутат парламента. Это что касается Донецкой республики. Также туда поедет Плиев Александр Михайлович. В Луганскую народную республику мы отправляем Тедеева Бахву Утаровича. И тут бы я, может быть, не совсем в этом разрезе, но хотел бы все-таки подчеркнуть, что практически состав делегации состоит из представителей разных парламентских фракций, что еще раз подтверждает то, что мы никого не выделяем совершенно. Я очень надеюсь, что выборы в Донецкой народной республике, в Луганской народной республике пройдут по соблюдению всех демократических принципов и международного права. Варах робот вaqt социалун политикама ананизинат qaqan отфатл парламентун комитетан. Форсата кацта хастарсы дестиябун фаткма загани сесте цард думан. Медика социалун реабилитации фадл хусар ирестун марасих санфетсак симпозиуму костефастиуджетл. Комитеты арзырта ананизинат qaqan отфатл министр Точите Георгий. Кодбансан кота магаска симпозиуму формат пламагаска qumavdoy туарахтар. Фалабарага хусактам каскафтан рават. Точите Георгий зеттах санаду совет архайде ахаден зинадл загац совет үзан нуқдета ама идеята хассак саквестма. Министр комитет ванкте бозунга кута хицад мацақодета босат такутуй ведунима. Темы, которые озвучивались в виде научно-практических докладов, они были представлены как российскими, так и юго-осетинскими специалистами. Мной была поставлена проблематика, формат организации медико-социальной помощи, реабилитации, по линейной реабилитации в Республике Южная Осетия. Были представлены конкретные примеры возможностей, скажем так, реабилитации по тем или иным направлениям. И в целом достаточно интересным выглядел симпозиум с точки зрения, прежде всего, практической части. Понятно, что многое из того, что нами было высказано, еще предстоит претворять в жизнь, но канву определить и в каком направлении двигаться, вот это была задача симпозиума для того, чтобы не терять времени на какие-либо, скажем так, ошибочные ходы и приступать именно к программе реализации тех основ
закладываемых на сегодняшний день, в том числе и во вновь формируемых, открывающихся медицинских учреждениях. Это крайне важно. Я сразу же замечу, что в штатной структуре многопрофильного медицинского центра мы предусмотрели достаточно большой штат. Я говорю о том, что большой штат, надо понимать, что это, по сути, достаточное количество штатных единиц для специалистов, которые будут оказывать в этом направлении помощь по направлению медицинской реабилитации. То есть сейчас возможности есть. Конечно же, нехватка кадрового потенциала – это существенный фактор, об этом мы поговорим, наверное, чуть позже, но в целом, это, безусловно, на мой взгляд, я расцениваю как руководитель отрасли, шаг вперед, тем более, что на круглом столе, который состоялся уже после пленарного заседания, в формате свободной дискуссии мы обсуждали перспективные направления развития этого направления медицины в Республике Южная Осетия. Резолюция подготовлена по данному симпозиуму, обращение в том числе и правительства Республики Южная Осетия, безусловно, Министерству здравоохранения и социального развития республики предложения, скажем так, для реализации. И в дальнейшем, в том числе Министерство образования и науки, и в дальнейшем, конечно же, мы совместными усилиями планируем работать над реализацией уже поставленных вопросов. Ռեսպուբլիկոն բիրապրոֆիլում մեդիցինուն ցենտր Ավտախոյնը նրտակա ռեսպուբլիկոն ռնչնդունիմա իումայա ալվարս ցնուկ մեդիցինուն օբյեկտավավնոտքանը ուդուն ըմտկայ Մինիստր բանսանգուտա բիրան մացնուկ զինատա կացտա խոստա նապացախադը նրկու մեդիցինամա նրմա ցնուկ զինատա սախիուլնին կարընցրեն չնտազաղկանուկ մեխանիզմ երթած պորմայմա արբինունու գծանամասկուսցան Ումանամա խիցա մեդիցինուն օբյեկտը իուրոմա արտմբլքանենայ բնատուդ բցակ ֆորսետան Ուինը կոլմպոկու տակոտտակ Вы упоминали насчет штатного расписания, и вот на сегодняшний день по вот этой проблематике, по медико-социальной реабилитации, какими кадрами республика обладает, скажем, и какие необходимы, чтобы их направить, может, на обучение или пригласить специалистов, или как ваше видение? Я могу сказать, скажем так, по линии врачей, по линии врачебного персонала, конечно же, необходимо как минимум 2-3 специалиста в этой области. И сейчас предпринимаются шаги для того, чтобы определиться с прохождением либо первичной специализации, либо курсов повышения. Но повышение мы говорим о уже готовых специалистов, поэтому речь идет о первичной специализации в большей степени на базе ведущих учебных заведений медицинского профиля Российской Федерации. Договоренность у нас имеется предварительно. И с представителем кафедры, который присутствовал, принимал участие в симпозиуме, руководителем кафедры профессором Мачкасовым, то есть он готов брать специалистов. Проблема в том, что у нас даже из молодых специалистов не каждый, мягко выражаясь, желает, скажем так, в этом направлении развиваться. Поэтому, никто не хочет, по-вашему? Не то, что никто не хочет. Здесь, может быть, и принудительный вариант не исключен, но пока на сегодняшний день мы, конечно же, достаточно имеем время для того, чтобы подобрать кандидатов для прохождения, скажем так, обучения по данной. Фасток сесир астаджи дархватунун афа ацайдaq ռեսպուբլիկոն ռնչնդուն ուավարտվադալ դունը ծուխցինոդ նմադրցետ խուսր դարինագալ Դեպուտատ ուալը թրուզա կամիտետը կստե ացե պրոբլեմամա ազդախտա վարասիա գունաֆագանագիգր գալը խուստարտ Զարգացովար վանդը ռոյրաստել մոձուրամ Ադամ խումատաջու ուավարտը կունավնու ընցույցինոդ վատ կատտարի տարոձստը կաստխոզ Բանսանգուտա դեպուտատ Я очень вас прошу, если у вас есть такая возможность, в кратчайшие сроки на каждом этаже сделать, пожалуйста, в больнице душевые кабины с горячей водой. Я очень вас прошу, если вы не можете, мы здесь являемся депутатами парламента, когда кто-то попадает из наших родственников и прочее, нас спрашивают, вы же депутаты, почему вы не обращаете внимания? Но прежде чем думать, надо думать о благосостоянии народа. Все нужно оставить, все буквально, но это элементарные условия. Столько лет живу и все время здесь безвыездно и прочее, и знаю условия, в которых наш народ живет. А ведь
Все это заменить невозможно ничем. Ни добрым отношением, ни хорошей операцией, ничего. Ты заходишь и прямо вот чуть-чуть пройдет, наверное, несколько недель, и невозможно будет зайти туда, холодно. Не дай Бог погаснет свет, не дай Бог, что предусмотреть нужно все. И поэтому я лично, как депутат 6-го созыва, пожалуйста, где я пригожусь, везде, куда угодно. Я уже даже хотела туда оператора повезти и снять, а ведь это нас не красит. Потом скажут, ну что ж, у вас и представители, у вас есть и министры, и прочие. Почему нельзя все это на месте решить? Трудно это сделать, Геннадий Ильич. Я бы хотел разделить два момента. Первое. Создание кластера и наведение нормальных бытовых условий в больницах – это совершенно разные вещи. Это не связано ни с чем. Агунда Фельдста, вы прекрасно помните, когда я сюда приехал, что первое, что мы стали делать, мы стали просто ходить по больницам и смотреть нормальные бытовые условия, начиная от безопасности, медицинской деятельности и заканчивая обычной электрикой. Поэтому возлагать на кластер, что вот создание кластера, мы там 3-4 месяца будем что-то решать, из-за этого появится вода, это неправильно, по моему разумению. Вода должна быть независимо от того кластера, это большой 340-коечное объединение или маленькая 15-коечная больница, как в любом районе. Мы можем отъехать от Цхинвала и поехать во все больницы района, и увидим такие же бытовые условия. Нет, я знаю. Совершенно недопустимо. И все эти вопросы со стороны Российской Федерации заложены на... Вот сегодня проходит Росчасть в городе Москве, российская часть по межправкомиссии. И вот я просто практически процитирую вопросы, которые сказаны. Создать систему электроснабжения, правильно, создать систему лифтового хозяйства, создать систему технического обеспечения, создать систему охраны труда. Вот это то, что в обязательном порядке, независимо от проведения симпозиума, независимо от создания кластера, должно работать в обязательном порядке. Կամիտետը կոստախայա դիստար ընչնդունը սայրագ դուխտր կոկույթը մայր, յակոդը մագասկա ուազալ դունը ծուղցինադ բաստուետ, վախսունգտը ծծալցական կոստետացը դուի իմը, նրտակկացը վեցը պրոբլեմանալիս, վալա կարմ դուն ըմը նոյան կաբինետան կավը ֆարաստը. Детская больница – это новый объект. Постоянно есть и холодная вода, и горячее водоснабжение. В новом операционно-хирургическом корпусе есть горячее водоснабжение и холодное? Есть. В родильном доме есть у нас горячее водоснабжение? Есть. И холодное, и горячее водоснабжение есть. В республиканской больнице были у нас перебои с подачей холодной воды. После того, как произведен ремонт нашего резервуара и подключен водовод к улице Аспейской и к улице Комсомольской, у нас проблем с подачей холодной воды не стало. Мы постоянно круглосуточно подаем холодную воду. Теперь у нас осталось, потому что все делается поэтапно, пошагово. Значит, далее. На сегодняшний момент у нас проблема от котельной до больницы. Вот эта трасса, теплотрасса так называемая, которая периодически подает горячую воду, трубы лопаются трубы. Не выдерживает давление. Да, не выдерживает давление. Надо заменить 200 метров трубы для подачи, для обратки 400 метров. Что касается родильного дома, я сейчас не для хвастовства говорю, но когда ныне сейчас покойный главврач ТДФ Вадим Иналович, он бы подтвердил, но был подрядчик, сейчас ныне здравствующий Кокоев Валерий. Он может подтвердить, что когда ремонтировали родильный дом 3 года назад, то мы с Жанной Герсановной вдвоем пошли, больше никого там не было. Мы вдвоем пошли и по просьбе главврача, и по просьбе подрядчика. Я лично дважды говорил и с председателем правительства, и с министром финансов Азой Хабаловой, чтобы повысили на 600 с чем-то тысяч их сметную стоимость, чтобы там сделали бойлеры и чтобы была горячая вода. Կամիտետու անկտասախ ուստար դոզդախտույ իումյոք ստատիստիկում բարականանտամ, իվայունիստը էգարստը խստադամ, վալդոյդար էվզանգտլ. Меня интересует такой вопрос, как депутата. Мне интересно, у нас и представитель Российской Федерации, советник, и одновременно он является еще и научным работником, тоже наверняка это дает какой-то, скажем так, направление работы. Мне интересно, вот вы как специалисты, как Министерство здравоохранения, то есть государство в вашем лице должно заботиться о здоровье нации в целом.
Я считаю, что если вы заявили, что медицина находится сегодня в катастрофическом состоянии, то из этого, наверное, надо сделать какие-то выводы, серьезные выводы. И что делается, какие проблемы основные стоят перед этой отраслью, нам интересно. Что делается с теми больными, которые у нас, если ведется эта статистика с онкобольными. То есть мы знаем, что раньше, если это был от случая к случаю такое заболевание, то сегодня это практически на каждом шагу, причем заболевание и молодеет. Мне интересно, в общем, сделан анализ нации юго-остинского населения. Что нам делать? Я считаю, что это один из важных вопросов безопасности государства в целом. В целом. Это не только проблема Министерства здравоохранения, это проблема всего государства. И российская сторона нам все время помогает, все время пытается помочь. Мы какие задачи ставим перед Российской Федерацией вот именно в этом направлении? Я не говорю сейчас, и я услышу больше чем уверенно вопрос и задачу, которую вы ставили при диспансеризации населения. Давайте это немножко оставим, скажем так, переставим в одну сторону, а вопрос стоит таким образом. Анализ состояния населения проведен на сегодняшний день. Какие шаги вы дальше собираетесь делать? Это даже не надо быть специалистом, не надо быть научным работником, чтобы смотреть и видеть то, что у нас происходит. Поставил вопрос Жанна Герсановна по изучению структуры заболеваемости и что делать дальше. Расширю вопрос ее, Жанна Герсановна, позвольте. А какие ресурсы на сегодняшний момент у нас есть для того, чтобы взять, как мы говорим, под медицинский колпак все сложные проблемы? Я посмотрел состояние по туберкулезу. В 1,5 раза на 10 тысяч населения фтизиатров больше, чем в Российской Федерации. Участковых терапевтов в 2,8 раза больше, чем в Российской Федерации на 10 тысяч. Педиатров, я посчитал даже детей не 11 тысяч, как есть реально, а 12,5. Причем я считал на 53 532 человека. Боюсь ошибиться, в 1,9 раза больше. Что происходит? Концентрация Цхинвали, районы брошены. Концентрация Цхинвали, районы брошены. Вы задаете вопрос, Жанна Кирсановна, как Россия видит и дает предложение. Немедленно заняться реорганизацией первичной медико-санитарной помощи. Незамедлительно. Вы задаете вопрос о централизации. Что у нас происходит? Да, 58-е распоряжение от 6 июня о создании рабочей группы было. На сегодняшний момент вы правильно задаете вопрос, где результат. Результат, как говорится, его сыны не там, по русской поговорке. Что у нас происходит? ФАПы подчиняется сельской администрации. Врачебные амбулатории непонятно кому, либо сельской, либо этому району. ЦРБ подчиняется району. Вы меня спрашиваете, Жанна Герсановна, что со статистикой. А мы не знаем статистику по районам. Куда она стекается? Куда девочки из ФАПов посылают данные, сколько у них диабетиков и онкологических? Куда врачебные амбулатории посылают? Правильно Точев говорит, что если у нас не будет централизованной власти, не только по питанию и по снабжению медикаментами, а в целом, мы даже не можем, Жанна Герсановна, на сегодняшний момент, вы задаете вопросы, оценить реальную картину заболеваемости. Вот я начал анализировать с 12 по 17 год заболеваемость. Меня попросил Центральный институт организации здравоохранения при Министерстве здравоохранения России. И знаете, что у нас получается? В 2012 году одна заболеваемость по онкологии, в 2014 другая, в 2015 третья. Не потому, что люди болеют непонятно как, а потому, что учета нет нормального. Мы даже не понимаем, а что мы лечим. Где эти люди, для которых можно взять под медицинское наблюдение? Статистика, Жанна Кирсановна, на сегодняшний момент находится в состоянии плохом. Выход какой? Выход. Довожу. Значит, как только мы посмотрели на эту проблему, значит, даже Георгий Феликсович командировал Оксана Георгиевича в Москву, и он 3 дня проводил на рабочем месте в Центральном статистическом управлении Министерства здравоохранения, куда стекается по субъектам федерации, по всему. У нас забит даже код Республики Южной Осетии и даны специальные формы для того, чтобы жестко и четко учитывать реальную статистику. Вот это мы сейчас занимаемся. Я надеюсь,
И говорю об этом как представитель Москвы. Надеюсь, что у нас за 2018 год будет фактическая реальная статистика, с которой может министр здравоохранения выступить как с конвой для фактического программного заявления, что необходимо делать для безопасности нации. Жанна Герсановна, хотим мы того или не хотим, на сегодняшний день иного пути нету, никто не придумал. Это работа первичного звена. То есть, образно выражаясь, Майырбек Дмитриевич может как хирург работать с утра до вечера 24 часа в сутки, 365 дней в году, но гораздо лучше, если будут специалисты на местах, в селе, в районе, безусловно, на участках города, которые выявляют. Больной сахарным диабетом начал, изначально диагноз же не на лбу у него написан, он начал предъявлять какие-то жалобы, вопросы доверия к своему врачу. Поделился во время одного из визитов врача планового. После этого мы просто не допускаем усиления этого заболевания, усугубления его тяжести. И тогда, может быть, он не дойдет, но я очень просто, до Майырбека Дмитриевича. Пользуясь случаем, что здесь Георгий Феликсович, директор центра, Майырбек Дмитриевич, вы, Игорь Геннадьевич, я очень хочу к вам обратиться с просьбой. Очень долгое время в Южной Осетии не было отдельной детской больницы. Благодаря Российской Федерации, благодаря вашим усилиям, эта больница введена в эксплуатацию, и на сегодняшний день она заявила о себе, что она может работать. Доказала свою состоятельность. Спасибо, что вы мне подсказали. Да, вот что я хотела сказать. Я бы очень хотела к вам обратиться с просьбой немножко в составе центра оставить их такими суверенными. Вот не все функции, чтобы ушли в общий функционал центра, если это возможно. Изначально я и с Майырбеком Дмитриевичем, и с Луизой Каргоиной говорю, что это не будет какое-то однозначное субъективное мнение одного из руководителей. Вопрос достаточно серьезный, и то, что вы поднимаете этот вопрос, во-первых, благодарны вам, с точки зрения того, что это нужно решать сообща, взвешивая на весах плюсы и минусы этого решения. Понимаете как? Мы готовы пригласить вас для того, чтобы и вы тоже свою точку. Спасибо. Но это не является, чтобы сразу же пресечь всякого рода дополнительные разговоры, это не является желанием обобрать. Ни в коем случае. Мы понимаем, что детская больница, во-первых, должна существовать. Конечно. Но при этом... Педиатрия, Нет, но при этом простаивать там... Это своеобразие. Не каждый взрослый терапевт сможет работать. Да даже никто не сомневается, но при этом... Если мы там есть своя специфика. Давайте будем решать. Мы же не говорим о том, что... Если простаивает оборудование, ведь можно эту процедуру провести на базе детской больницы? Почему нет? Я еще раз говорю. Тем более, что у нас специалист один и тот же. Ровно через неделю надо эти вопросы поднимать уже, потому что они застряли немножечко. Նավասիվադայ Օրասիե Չիֆավայ մեդիցինուն ախրատ ødun ֆլդարբարց սպասայում։ Արխունգա Օրասիակ սպեցիալիստան տա խուսար իրստունը բակուսկուն ստաժ նալր ցավնմատ։ Կամիտետը կստո խասը դարխվատին ռաստակցը խացակ մածը արսդեստը ուիֆադելն իմյակ ինֆորմացի սարաստա կամիտետը սարտար կուզուն թալան։ Первым вопросом была информация от директора Республиканского многопрофильного медицинского центра Майырбека Дмитриевича Кукоева о работе данного медицинского кластера. До этого на последней сессии парламента Республики Южная Осетия рядом депутатов была озвучена проблема водоснабжения республиканской нашей больницы. Эта проблема стоит не один год. Я думаю, что она решаема, и сегодня на комитете нами было согласовано такое решение, что исполнительная власть предоставит сметную стоимость работ по бесперебойному нормальному водоснабжению республиканской больницы, и наш комитет обратится в правительство с просьбой
увеличить бюджет на соответствующую сумму, чтобы наши пациенты, которые находятся на лечении в республиканской больнице, должным образом с соблюдением всех санитарных и гигиенических норм получали и холодное, и горячее водоснабжение. По второму вопросу, это информация о недавно проходившем симпозиуме по медико-социальной реабилитации. Информацию довел министр здравоохранения Тойчев Георгий Феликсович. И на базе Республиканского многопрофильного медицинского центра будет создано и уже функционирует отделение ЛФК, а также врачебно-медицинской физкультуры. И это усиление и наращивание работы этих всех соответствующих подведомственных структур. На это это основная цель созыва этого симпозиума. Третьим вопросом была информация Олега Феликсовича Гаглоева о работе межведомственной нашей комиссии по оптимизации работы системы здравоохранения у нас в республике. Поясню вкратце, в чем суть. Дело в том, что главные врачи у нас в районах республики, они напрямую не подчиняются министру здравоохранения, а подчиняются главам районов. Хотя медицинское обеспечение лекарствами и некоторые прочие аспекты, они лежат целиком на министре здравоохранения. А отчеты, кадровые моменты, они решаются главами районов. И нашим комитетом не раз поднималась эта проблема, и было решено направить письмо от комитета на имя председателя правительства с просьбой упорядочить эту вертикаль власти, согласно которой, если мы требуем с министра здравоохранения оптимальной работы и усиления работы в плане контроля, то мы должны знать, что министр здравоохранения, значит, в его подчинении полностью находятся районные медицинские учреждения, а также их руководители, то есть главврачи. Четвертым вопросом у нас сегодня был вопрос кадрового резерва. Он наиболее остро стоит у нас в республике, и по многим направлениям ощущается дефицит кадров, медицинских кадров, особенно врачей. Если в городе эта проблема более или менее решается, то, скажем, по районам этот вопрос стоит очень остро. Я на протяжении 4 лет неоднократно говорил и призывал правительство разработать программу наподобие российской, то есть земский доктор, согласно которой будут определенные стимулирующие моменты, это увеличенная, повышенная заработная плата, так называемые подъемные предоставления жилья молодым специалистам и прочие вещи. Уже отрадно то, что эти моменты, эта программа, она уже имеется в Министерстве здравоохранения. Вопрос остается только в том, чтобы эта программа должным образом и была профинансирована, и определенная, скажем, работа велась с молодыми специалистами в том направлении, чтобы, скажем, привлекать их уже в районы с тем, чтобы наши районы, к сожалению, они во многом оголяются в плане того, что мало врачей. Также в дополнение ко всем этим 4 в разделе «Разное» говорилось депутатами о том, что уже оборудование и вся необходимая техника, которая, значит, закуплена в отделении гемодиализа, все на месте уже все имеется, должным образом укомплектовано, однако практической работы этого отделения пока что нет. И на что министр здравоохранения ответил, что в ближайшее время вопросы решаются по поводу отправки из среднего медицинского персонала на обучение. Уже имеются специалисты, скажем, и нефролог, есть и сосудистый хирург, и также будет отправлен специалист по технике, который будет обслуживать это оборудование. И надеемся, что в начале следующего года
вот это отделение гемодиализа, оно должным образом заработает, и те 19 наших больных, которые сейчас у нас на учете, им не придется выезжать в Северную Осетию для получения гемодиализа.